Уладзімір Зеленскі заявіў, што Лукашенко выбачаўся перад ім за расійскія ракеты, выпушчаныя па ўкраіне з тэрыторыі Беларусі, і тлумачыў, што ўсё гэта Пуцін, а сам ён, Лукашенко, нічога не можа зрабіць. Прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталля Эйсмонт заявіла, што ўладам Беларусі няма за што выбачацца, але яна не абвергла рэшту выказванняў Уладзіміра Зеленскага пра тое, напрыклад, што Лукашенко ніяк не кантраляваў Беларусь у першыя дні поўнамаштабнага ўварвання. Гэта Пік Свабоды, мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Мой гость – украинский публицист и журналист Виталь Портников. Вітаю, господар Виталь. Виталь, вы кому больше верите, Зеленскому ці пресс-службе Лукашенко? Бо трошки отрозниваются это поведомление. Ну, я думаю, что считать, что Лукашенко не контролирует Беларусь, это тоже очень большое преувеличение. Лукашенко – союзник Путина. Он прекрасно знал, на что он шел, когда фактически территорию своей страны предоставлял как плацдарм для нападения на Украину. И утверждать, что Лукашенко это просто такая, так сказать, жертва обстоятельств, что он не мог ничего сделать, это просто не понимать белорусскую политику. Давайте зараз коротко поглядзім, як гучалі гэтыя словы Володимира Зеленскага, і вяртаемся до нашої розмови. Трішки пізніше, до речі, через кілька днів, перших днів війни, я говорив з Лукашенка по телефону. І він вибачався. І він казав, що це не я. З моєї території пускали ракети і пускав Путін. Це його слова. У мене є свідки. І я вибачаюсь, він сказав. Ну, ти повір, він мені казав, ти повір, Володя, це не я. Я не контролюю, де він мені говорив. Я не контролюю, це просто ракети, це Путін. Я йому казав, не треба. Віталь, а як ви думаєте, чому зараз менавіта ось гэтая фраза з вуснаў Зеленскага выйшла наконт таго, што Лукашенко выбачаўся, што не кантраляваў, ты прасці? А я не знаю. Послушайте, пытаться каким-то образом проанализировать, почему в тот или иной момент президент Украины говорит какие-то слова, те или иные, это неблагодарное занятие, я никогда этим не занимаюсь. Потому что есть конспирология, что в Беларуси зараз выборы, и это в певном сенсе жест таки с боку Зеленского, потому что он показывает... В Беларуси нет, из 1994 года не было никаких выборов, не придумывайте. Ну, тем не меньше, в Беларуси отбывается некая кампания для уладов, вельми важно. Вы прекрасно знаете, что никаких выборов в Беларуси нет. Я это ведаю, але в Беларуси улады стараются переконать людей, что все повинно быть тихо, что мы не контролируем. А Зеленский тут при чем? Ну, менавіта ён зрабіў гэтую заяву. І гэта заява я не думаю, что он вообще знает, что в Беларуси какие-то выборы. Я думаю, что ему не до этого. Окей, идем далей. А як вы думаеце, ці сапраўды, калі прагучала гэтая заява пра тое, што з боку Лукашэнкі, што ты можаш ударыць зараз па НПЗ у Мазыры ў адказ на гэтыя расійскія ракеты, чаму тады Украіна на такое не пашла? Все ж таки в России гараць, и НПЗ розныя, и дроны сбьют по разным складах. Вы понимаете, что это все поток сознания со стороны Лукашенко. У него были совершенно другие задачи. Это же в первые дни войны, вы забыли, как это было. Ему нужно было, чтобы украинская делегация приехала в Беларусь и капитулировала перед Россией. Это была его задача. И для этого он старался продемонстрировать Зеленскому то, что он готов быть, как обычно, модератором. Вот с его со территории его страны осуществлена агрессия против Украины, а он все равно модератор российско-украинских переговоров. Ну и они же действительно поехали в Беларусь. Вы помните, да? Так, у Российской области. Поэтому это единственная была задача. Не для того, чтобы Зеленский ударил по какому-то нефтеперерабатывающему заводу. Для того, чтобы сказать, я тут ни при чем, я все еще посредник. Приезжай и капитулируй. Вот и все. Больше тут ничего в этом не было. А чаму, на вашу думку, гэта была незалежная роля Лукашенко, ці гэта таксама по домовленности с Путиным? Конечно, по договоренности с Путиным они это спланировали, поэтому был этот контакт. Тут просто удивительно, что вообще контакты между Зеленским и Лукашенко происходили уже после того, как была эта агрессия. Но это еще раз говорило о том, что украинская сторона стремилась к каким-то консультациям. Тогда. И в результате были эти переговоры и в Беларуси, и потом в Стамбуле. Я б хотел еще вернуться до этого моменту наконт адказнасці і кантралявання тэрыторыі, тому што логіка абывателя можа быць наступнай, калі ён пачуе гэтае слово Владимира Зеленскага. Ну, калі Лукашенко сапраўды не кантраляваў эту тэрыторыю, ну, па словах Зеленскага, слову Лукашэнкі,
Так а за що тоді сапраўды вибачатися? Просто Лукашенко сам ахвяра ситуації, як ви казали, ну, ён нічого не мог зробити. Ну так, послушайте, вы хотите, чтобы я комментировал какие-то заявления Зеленского в подкасте с американским подкастером? Я никогда не занимаюсь комментированием Это слов президент Зеленского. Украины. Ну да, Владимир Зеленский избран в 2019 году президентом Украины, но я не занимаюсь комментированием его слов, это не моя работа. Тоді як ви прокоментуєте про те, що, в принципі, зміняється так само риторика Лукашенки, коли у перші дні до повномасштабного ворвання він говорив про те, що там за Київ вони візьмуть за 3 дні з Путіним разом. Не так давно він говорив про те, що увогуле він тут не при чим, що російські війська виходили з Білорусі і просто повернули у бок України, і це вже не його справа. Ну, це інша риторика. Чому вона така зараз, на вашу думку? Потому что он видит, что Россия не может быстро добиться успеха. Лукашенко всегда маневрирует вокруг Путина. И, вероятно, он бы решил, что сейчас опять пришло время для маневров. Насколько он прав, это уже другой вопрос. А яка у його логіка, яка мотивація, на вашу думку? У Лукашенко с 1994 года одна мотивация – сохранение власти. А зараз ситуація не погрожає йому, чи ні? Здається, ні. Ну, да, но почему бы ему не сохранять власть, одновременно несколько дистанцируясь от Путина, чтобы не выглядеть как просто глава российского региона, исполняющий все его прихоть. Ну, але з пункту гледжання України, сьогодні Лукашенко має уплив на Білорусь, що він може контролювати цю територію, не пустити, не дозволити Путіну, наприклад, знову початникам повномасштабної ворвання, коли б той захотів таке зробити. Я думаю, что ничего с 2022 года не изменилось. Но я не знаю, что такое взгляд Украины. В Украине живут разные люди, у них разные взгляды. Ну, моя ваш оценка погляд. ситуации может отличаться от представления того же Зеленского или его офиса, например. Ви лічите, що Лукашенко може зараз сказати ні? Ну, бо більшість аналітиків, які виказуються, вони говорять про те, що для Лукашенка невигідно зараз утягуватися у повномасштабну війну, що він хоче якби перетривати цю всю ситуацію. Если у Путина будет намерение ударить по Украине со стороны Беларуси, он это сделает. І ще питання ось на конт мирних перемов. Лукашенко неодноразово заявляв про те, що коли будуть відбуватися які мирні перемови на конт України, то він лічить, що Білорусь повинна бути представлена. Він сам хотів би у їх удзельничати. Ну, спочатку давайте, мені цікаво ваше міркування, навіщо йому самому ці мирні перемови удзел у їх? Ну, потому что он глава соседнего государства, он тоже субъект, его безопасности тоже угрожает НАТО. Мы же знаем всю эту чушь, которую он мелет. Так что понятно почему. Но я пока что не вижу никаких оснований вообще считать, что мы увидим какие-либо мирные переговоры в отдаленном будущем с участием Лукашенко или без него. Чому ви так думаєте? Потому что предпосылок для этих переговоров нет. Ну, але ёсць як бы заявы, прынамсі пакуль, што абранага амерыканскага прэзідэнта, который вельмі шмат гаворыць пра тое, што ён будзе схіляць ўсё ж такі і Владимира Путина, і Владимира Зеленскага такіх перамоваў. Мне кажется, что Дональд Трамп уже избегает предвыборной риторики и прекрасно понимает, что ничего подобного в реальности не произойдет. Я ведаю, што вы не вельмі хацелі каментаваць Зеленскага у Фрідмана, але ўсё ж такі, мне здаецца, што рыторыка Владимира Зеленскага таксама не была катэгарычна. Ён дапускае такія перамовы ўжо. Ну, возможно, но это зависит не от Зеленского, это зависит от Путина. Роль Зеленского и его представление о том, как должны выглядеть переговоры, это, конечно, важно, но если Владимир Путин не хочет таких переговоров, они и не состоятся. А што вы думаеце наконт заявы Макрона, который прапанаваў Украіне быць больш рэалістычнай наконт вот гэтых перамоваў і сваёй тэрыторыі? Я думаю, что и Макрон, и Зеленский хотят сейчас говорить в унисон с новым президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и не испортить с ним отношения. К реальным переговорам о мире между Россией и Украиной ни заявление украинского, ни заявление французского президента не имеют никакого отношения. Так мы тоді говоримо про що? Про знову працяг війни і невідомо, коли вона скончиться, так? Да, безусловно, война может продолжаться в ближайшие годы без всяких перспектив к ее окончанию. Ну, а ви бачите волю, скажімо, у новообраного американського президента підтримувати Україну, бо якби там не було секрета, нема, що це США все-таки головний спонсор? Я не знаю, как будет действовать новый президент Соединенных Штатов в этой ситуации. Мы будем надеяться на здравый смысл. Я хотів би ще вернутися на пару хвилин. Ви вже згадували про те, що Лукашенко дзейнічае як бы фарватер Путіна. Ён раней заявляў, Лукашенко мае на ўвазе, што даведаўся пра пачатак поўнамаштабнага ўварвання раніцай пасля там першых бамбёжак Кіева з тэлефоннай размовы. Ну, і гэта даволі прынцыповае пытанне, таму што яно сведчыць пра тое, як бы ці ён ад самага пачатку планаваў і ведаў, ці не. На вашу думку, все ж таки гэта блеф,
пра тое, што ён даведаўся з тэлефоннай размовы. Ці ўсё ж такі гэта была падыктаваная аперацыя, у якой Я хотел бы удзельнічалі? вам напомнить, сколько встреч между Путиным и Лукашенко было накануне этого вторжения. Так, мы лічылі, гэта некалькі дзесяткаў нават было магчыма. Если вы считаете, что время этих встреч вообще ни о чем подобном не говорили, а Путин и Лукашенко говорили о рыбалке, значит, нам с вами не нужно заниматься журналистикой. Ну, але вы перакананы ў тым, што Лукашенко як бы удзельнічаў у планаванні гэтай вайны. Его могли не допускать к конкретному планированию, но он мог прекрасно представлять себе о том, что должно произойти. А ці вы ведаеце, як журналіст, ёсць нейкія кантакты зараз паміж Менскам і Кіевам, я маю на увазе афіцыйныя? Я не обладаю доступом к информации о действиях Офиса президента Украины и главы украинского государства. Ну, але як чалавек, который займаецца публіцыстыкай, аналітыкай, самі казалі, ці вы Я бачыце? занимаюсь профессиональной политической аналитикой. Именно поэтому я не представляю себе действия президента Зеленского и его офиса. Наконт таксама перамоваў. Я не ведаю, ці вы чулі, такое у Беларусі это абмяркоўвалася у незалежных СМІ, што калі і будуць нейкія перамовы, то Беларусь павінен прадстаўляць на іх не Лукашенка, а які-небудзь іншы апазіцыйны палітык. Напрыклад, называецца прозвішча было Зенона Пазняка, там хтосьці прапановаў адна з палітыкаў. Як вы лічыце, гэта ўвогуле фантастыка, ці штосьці такое можа адбыцца? Еще раз говорю, не вижу никаких предпосылок для каких-либо переговоров и не вижу никаких предпосылок для участия в них какого бы то ни было представителя белорусской стороны. На якіх умовах, на вашу думку, Украіна могла пайсці на такія перамовы мірныя? Считаю абсолютно бессмысленно это обсуждать, потому что сами переговоры будут зависеть от того, готова ли к ним будет Россия. А Путіна, якія маглі быць? Капитуляция Украины, присоединение этой страны к Российской Федерации. То есть все, что мы чуем про то, что некая мирная домова, которая задоволит обидва баки, вы лічыце, что это все лухта? Я вообще ничего подобного не слышу. Когда я это слышу, то это говорят люди, которые вообще не имеют никакого отношения к реальному политическому процессу. Тады, як на ваш... Я всегда четко говорю, есть два условия, при которых Путин пойдет на мирные переговоры с Украиной. Первое условие – это истощение экономического и демографического потенциала Российской Федерации, при которых Путин не сможет вести долговременную войну. Второе условие – он будет уверен, что сможет установить контроль над Украиной политическим путем. Вот если эти два условия совпадут, мы увидим мирные переговоры, при которых Украина вынуждена будет отказаться от части своей территории, оккупированной Россией, а остальная часть ее территории фактически будет демилитаризирована. Будут приняты законы, которые, по сути, помогут пророссийским политическим силам укрепиться у власти, и Россия будет рассчитывать на то, что такая Украина станет частью союзного государства России, Беларуси и Украины. Вот такого рода развитие событий Путина на сегодняшний день могло бы устроить, в случае, если он знал бы, что он не имеет сил для продолжения войны. Но я не считаю, что это те условия, которые устроят Украину и Запад. А ці ёсць нейкія перадумовы аб тым, што ва ўкраіне можа палітычная эліта змяніцца? Вы кажаце, што такое, як бы, это адна са ставак Пуціна. Я маю на ўвазе, што прыйдзе палітык, который больше схільны дамаўляцца, напрыклад, з Пуцінам, рабіць нейкія касмічныя саступкі, і грамадства такога палітыка бы падтрымала. Для того, чтобы такой политик появился, необходимо провести президентские и парламентские выборы, а для этого нужно окончить войну. Предпосылок для окончания войны в обозримом будущем не существует. То бок ніякая змена ўлады, сыход Зеленска, вы под ніякімі умовамі вы не уяўляеце такое развіцця падзей? Для того, чтобы избранный президент Украины оставил свою должность, необходимо иметь возможность провести президентские выборы. Для проведения президентских выборов необходимо окончание военного положения. Для окончания военного положения необходимо прекращение военных действий. России прекращение военных действий абсолютно неинтересно, потому что Путин заинтересован в оккупации как можно большей части украинской территории и разрушении той части территории, которая не оккупирована его войсками. Я не вижу в этой последовательности событий ничего нелогичного, мне кажется. А наколькі грамадская думка ў Украіне мяняецца вось адносна гэтых перамоў? Зразумела, вы казалі пра тое, што Пуцін... Снова-таки это не имеет никакого значения. Не, гэта мае значэнне, каб разумець працэс, які адбываецца. Меняться или не меняться, оно меняется, появляется больше людей, которые готовы, так сказать, к мирным переговорам даже ценой территориальных уступок. Но для Путина любые условия, которые он выдвигает Украине, это не условия мира, а условия, которыми он оправдывает продолжение войны. Если Украина пойдет на выполнение этих условий, Россия немедленно выдвинет еще новые, чтобы продолжать эту войну для уничтожения украинского государства.
Единственное, что может остановить Россию, это ее истощение. Никаких других механизмов остановки российской агрессии против Украины никогда не было, нет и в обозримом будущем не будет. Если найдут инструменты для того, чтобы подорвать экономические, военные, демографические возможности России, война будет остановлена. Если такие инструменты не найдутся, война будет продолжаться. Мнение украинского общества об этом не играет никакой реальной роли. Віталь, а ви бачите такі інструменти у наявності ці у заходніх політиків, ці, наприклад, в Україні? Бо говорять про сотні тисяч забитих російських солдат на фронті. Ну, але у їх там ще мільйони. Я вижу такие возможности, да. Я считаю, что если реально работать с нефтяными доходами России, реально работать с ее союзниками, такими как Китай, реально работать с военной помощью Украине, замечать то, что Путин не хочет всеобщей мобилизации, и это тоже важный критерий, то в этом случае, вне всякого сомнения, мы можем говорить о том, что в обозримом будущем можно склонить Путина, по крайней мере, к прекращению огня. Но это, опять-таки, требует силы, терпения и настойчивости. А хто з ними мусив би працювати, я маю на увазі, з Китаєм і з іншими гульцями? Соединенные Штаты Америки. Никакой другой страны, которая могла бы остановить Россию, в этом случае не существует. Ну, я вертаюся до попереднього просто питання. Ви бачите таку політичну волю нового президента американського? Новый президент американский станет президентом только 20 января. Ему еще предстоит представить себе тот уровень вызовов, с которым он столкнется. Мне кажется, он до конца даже не представляет себе масштабы. Але коли ми кажемо про бойові дії, то ми у Білорусі мало що можемо уявляти про це, оскільки зараз інформаційна блокада з боку України у певному сенсі. Як ви оцінюєте те, що відбувається менавіта у контексті того, як Росія істощилась, як ви кажете? Я, опять-таки, я точно знаю о ходе военных действий точно так же, как и вы. Потому что я думаю, что вы лепше ведаете, чем я. Нет, я не думаю. Я думаю, что мы все это знаем одинаково. Вы в Праге знаете это точно так же, как и я это знаю в Киеве. И что вы ведаете? То же самое, что и вы. Ну, я не ведаю. Я вернуся з відпочинку 2 тижні зараз, бо тому я не особливо ведаю. Ну, вы же читаете новости, когда вы находитесь на отдыхе. Я не думаю, что это отличается каким-то образом. Что вы что-то новое узнаете, когда вы приходите в офис. Ну, вядома про захоп чарговых вёсак, але як это ўплывае на ситуацию глобально? Глобально это может на ситуацию не влиять. В любом случае главным моментом является то, на каком этапе военные действия будут остановлены. Какую территорию в этот момент будет контролировать стороны. Все-таки, як знутрі країни, як ви лічите, що могло б паўплываць на змену гэтай ситуации менавіта на фронте? Я уже ответил вам на этот вопрос. Ну, вы отказывали про некие политические инструменты. Да, это и есть, потому что других инструментов не существует. Если вы больше помогаете Украине военным образом, если вы помогаете ей современным оружием, если вы расширяете номенклатуру этих вооружений, тогда украинская армия может действовать более эффективно. Если вы ей не помогаете, то она действует менее эффективно. 6 месяцев промедления с американской помощью известно, так сказать, потому что республиканцы не хотели за эту помощь голосовать. Во многом предопределили нынешнюю ситуацию на фронте. Можно надеяться, что больше в такой ситуации Украина не столкнется, но у меня нет в этом уверенности. Я ведаю, зараз это зноў жа прагучыць канспіралагічна, але калі гаворыць пра тое, што канфлікт можа выліцца на вонкі па-за межы Украіны, ці вы бачыце перадумову зараз за такого велізарнага глобальнага канфлікту, асабліва калі прыходзіць непрадказальны новоабраны прэзідэнт амерыканскі? Трудно сказать, как будет действовать Россия, если она будет уверена в своем дальнейшем продвижении в Украине. И как будет действовать Китай, если он будет видеть, что Соединенные Штаты не собираются вмешиваться в развитие этой ситуации. Ну, супраць Расіі уводзіліся санкцыі таксама, калі мы кажам пра інструменты. А чаму, на вашу думку, усе гэтыя інструменты не паўздзейнічалі так, каб аслабіць гэту краіну таксама у военных магчымасцях? Ну, Россия была ослаблена, но просто недостаточно, потому что помимо экономики Запада теперь есть экономика глобального Юга. Мне кажется, что с этим фактом люди, которые думали о влиянии санкций, не считались или они не могли понять масштабности этого факта. Если бы не китайские, индийские закупки российской нефти, я вас уверяю, что война закончилась бы еще в 2022 году, и Россия бы давно ушла с оккупированных территорий. Я хотел бы еще вернуться до белорусского аспекта. Вось калі до войны долучились, по многих поведомлениях паўночна-карейскія солдаты, то я бачу, аналитики писали про то, что калі паўночна-карейскія долучились, значит, Путин не здолеў уламаць, пераканаць Лукашенко выслаць, например, белорусских солдат. Тут есть некая логика, на вашу думку? Насколько я понимаю, сама Северная Корея была заинтересована в том, чтобы ее солдаты получили боевой опыт, потому что вполне возможно, что Ким Чен Ын готовится к войне на Корейском полуострове. У Владимира Путина вряд ли есть
такого рода намерения относительно белорусской армии. У Александра Лукашенко может не быть таких намерений. Поэтому я думаю, что это просто разные истории. А чому, на вашу думку, коли все відбувається на фронті, чому, на вашу думку, Путін, скажімо так, не настоює на тим, щоб білоруська армія долучалася до цього конфлікту? Возможно, именно потому, что белорусская армия не сильно изменяет, присутствие белорусской армии не сильно изменяет ход военных действий, но может изменить фон внутренней ситуации в Беларуси. Как известно, в этой стране люди выступают против войны, в отличие от России. Если еще белорусские солдаты будут гибнуть на украинском фронте, это может привести к непредсказуемым последствиям для режима. По крайней мере, Лукашенко может об этом говорить Путину. А у Ким Чен Ына с этим все в порядке. Ці ви бачите ввогуле уплыў нейкі на гэты працэс беларускіх дэмакратычных сіл? Некаторыя палітыкі прыязджаюць ва ўкраіну, з імі, конечно, мала хто з вышэйшага кіраўніцтва сустракаецца. Ці гэта хутчэй проста агульныя фразы? Я думаю, после поражения восстания 2020 года в Беларуси установлен жесткий авторитарный режим. В этом смысле, конечно, повлиять на ситуацию, пока этот режим пользуется поддержкой Москвы, не так уж просто. Але можна неким чином? Я думаю, если будет меняться кардинальным образом ситуация, то с годами, вероятно, можно будет говорить и о такого рода переменах. Но это не быстрый процесс. Але ви самі бачите, ось яку причину того, що все-таки консолідація Лукашенка відбулася. Зараз вибори, ми їх не називаємо виборами, так звані вибори 26 студеня голосування. Тим не менш, економіка білоруська росте, дякуючи у тим ліку і війні, тому що білоруські заводи шмат у чим працюють на Росію. Я не сомневаюсь в этом. В любом авторитарном государстве такое может происходить. Но мне казалось, что в 2020 году люди думали не столько о благосостоянии, сколько о жизни в свободной стране. Наколькі доўга можна ўтрымліваць, на вашу думку, у таких аўтарытарных умовах 10-мільённую, ну, теперь 9-мільённую дзяржаву? Потому что пользуясь поддержкой другого тоталитарного режима до бесконечности. А если этот тоталитарный режим перестает поддерживать такого рода аппендикс, то, как показывает опыт Сирии, можно все потерять за несколько дней. Ну, я памятаю, пасля 2020 года говорили, што паўночную Карею цэнтр Еўропы, дзе Беларусь, у прынцыпе, геаграфічна знаходзіцца, немагчыма збудаваць, бо это вельмі дорага каштуе ў грашовым плане. Ну, это и не есть Северная Корея, это есть какое-то другое образование. То бок тут нема, на вашу думку, ніякіх проста абмежаванняў. Так, это можа існаваць вечна, таму што любая сістэма ў пэўным сэнсе рушыцца, і мне цікава... Рушится, если она связана исключительно с собственным существованием. А если она существует в роли такого квази-аппендикса другого тоталитарного режима, она может существовать столько, сколько существует другой тоталитарный режим. І напрыканцы я хацеў бы зноў жа такія пытанні, ну, чыста тэарэтычныя, потому што я бачу, у Украіне пра гэта пісалі, што калі бы сітуацыя мянялася вельмі хутка не на карысць Пуціна, то зменіцца імгненна рыторыка Лукашэнкі, і яна стане вельмі праўкраінскай, мы даведаемся шмат чаго новага, нібыта пра падтрымку Украіны. Як вы думаеце, вось гэта выбар Лукашэнкі на карысць Расіі, гэта ўжо вечнасць, сапраўды ён здольны будзе змяніць цалкам сваю рыторыку і перакінуцца, даказваць Украіне сваю адданасць і лаяльнасць? Нет, не думаю. Я думаю, что Лукашенко свой выбор сделал в 1994 году. Он человек, которого привела к власти Лубянка. Верен Лубянке, он останется до последнего. Дзякуй вялікі. Віталь Портнікаў, украінскі публіцыст і журналіст. Для вас у празе працаваў Дмітрий Гурневіч, вы глядзелі «Пік свабоды». Усяго самага добрага. Заставайцеся са свабодай.